Ну, здесь примерно больше чуть полкузова было уже. Телега с останками животных и жуткий запах на всю деревню. Кости и головы мертвого скота. Здесь постоянно, утверждают жители, останки не хоронили с июля. Сегодня 11 сентября. Все, как видите, ничего не изменилось. Сейчас кости животных растаскали собаки. Более того, скотомогильник местного сельхозпредприятия «Правда» в буквальном смысле открыт для всех желающих. Вывеска «Биометрическая яма» – единственное соблюденное правило. Ворота здесь закрыты, как видно, замка нет. Дальше больше, там находится сама яма, где складываются останки животных. Но, как видно, ворота опять же открыты. Ближе подходить уже невозможно. Запах ужасный. Более того, это еще и опасно. Яма в 10 метрах от мусульманского кладбища. Стоит спуститься еще ниже и оказываешься на улице деревни. Теплые, жаркие дни. Невозможно? Невозможно иногда. Приезжает из Казани, как говорится, дети играют. Может, все равно вредно же. Когда скотомогильник заработает по всем правилам от «Правды», ответа жители так и не получили. Ладно, хорошо, все. На этом все, точка. Вы не знаете, что там открыто, что там вообще тушки не захоронены? Нет, там же объяснение есть у нас. А уточнил, знаем. Но у вас это не один месяц уже стоит. ладно. Но правда в том, что в хозяйстве нет даже ветврача. Это подтверждает и руководство Высокогорского ветуправления. Владелец предприятия несколько раз был оштрафован. Не только по скотомогильникам, по содержанию животных, по несвоевременному проведению вот этих ветеринарных мероприятий. Были предписания и были наказания. В этом году район получил более 1 миллиона рублей на содержание биотермических ям. Но в Мемделе в лучшем случае обновили только вывеску скотомогильника. В районе признали, предприятие проблемное. Но для оправдания у сельхозуправления не нашлось даже нужных слов. Неоднократно был предупрежден с нашей стороны тоже, со стороны главы администрации. Ну, человек или не хочет, или не справляется, я уж, как сказать, даже назвать не могу. Администрация района пообещала повторно выехать в хозяйство и проверить содержание скотомогильника. Каким образом теперь будут убеждать руководителя, мы будем следить за развитием. Альбина Минибаева, Ринат Сафин, ТНВ, Высокогорский район.